Моя карьера, экологическая карьера, начиналась в городе Караганде. Я был рядовым специалистом в технической службе Минхимаша по обслуживанию и работе с пылегазоочистными установками на промышленных предприятиях. То есть я начинал с промышленной экологии, затем была реорганизация. На основе этих служб стали создавать экологические организации. Сначала это был Гидромет, и затем на основе Гидромета появилась Госкомприрода. И я переходил в эти организации все время с повышением. И в Госкомприроде я уже участвовал активно в формировании всей национальной системы охраны природы, включая законы по охране окружающей среды, водный кодекс, кодекс растительности, закон о последствиях пострадавших на Семипалатинском полигоне, о социальных последствиях Аральского моря. То есть многочисленные комиссии по военным полигонам, Байконур и урановая промышленность и так далее. То есть, но в итоге затем я стал работать уже как эксперт международных организаций, ООНовских, Европейского союза, Всемирного банка. И я все больше понимал, что деятельность, которую мы называем экологической, она должна быть направлена не столько на промышленные загрязнения и бытовые отходы, мусор, а это задача промышленных и коммунальных служб. А деятельность экологов должна быть направлена на сохранение и восстановление природной основы, живой природы, которая является основой для жизни. И этим сегодня министерство не занимается. Каждое новое министерство в первую очередь считает, что вопрос экологии – это мусор. Раздельный сбор мусора, культура и так далее, контейнеры. На самом деле главная экологическая проблема – это в том, что мы разрушаем природную основу для продолжения жизни на Земле. Это наши почвы нетронутые, это леса, это растительность, степи, болота, горные экосистемы, ледники и естественные режимы рек, то есть которые мы все больше и больше нарушаем. То есть это все, эта кровеносная система, это печень, как можно сказать про озеро Балхаш, или, скажем, какая-то система органов энергетики в живом теле. То есть мы их нарушаем своими этими действиями и думаем, что мы продолжаем заниматься экологией. Поэтому здесь очень важно, чтобы мы поменяли приоритеты в экологической деятельности, в конституциях. Мы должны переходить к главным вещам, которыми должно заниматься человечество и учитывать человечество. Балхашский вопрос мы поднимали впервые в 2000 году, в 1997 году, когда готовили первую национальную программу по охране окружающей среды Казахстана. Она готовилась тогда после появления обретения суверенитета всеми бывшими советскими государствами, и все страны по единой методологии договорились готовить свои национальные программы. Я руководил программой по Казахстану. И мы в числе приоритетов называли различные вопросы, в том числе сохранение равновесия озера Балхаш. И затем был небольшой проект исследований. В 2000 году мы предложили, чтобы от имени НПО был инициирован Балхашский форум, на который подготовили все доклады, связанные с различными аспектами нарушения этого равновесия, загрязнения, изъятия воды, нерациональный использование воды, нормативная база и так далее. И, успешно провели такой форум, написали концепцию сохранения и устойчивого развития бассейна или Балхашского бассейна. Затем к этой теме мы еще раз возвращались, поскольку эта концепция была принята, даже рассмотрена в парламенте, но она не получила практического развития, потому что, как я уже говорил, для ее реализации необходимо менять систему управления. А менять систему управления, закрепленную в конституциях, очень сложно. То есть система управления, она отторгала все эти решения, все эти рекомендации, концепции и забирала из нее только то, что соответствовало ее интересам, то есть где-то можно максимально, опять-таки, забрать какие-то ресурсы и финансовые и так далее. В 2006 году я руководил проектом уже от имени Евросоюза, двухгодичный проект, мы разрабатывали новую форму
мы называли интегрированное управление, но имелось в виду, опять-таки, какая должна быть модель управления в Балхаш-Лакойском бассейне. Мы ее разработали, это были многостраничные доклады с детальными выкладками, включая проекты уставов, проекты положений, проекты изменения законодательства, чтобы перейти хотя бы на уровне модели одного бассейна, к примеру, новой модели управления, построенной на природных процессах, учитывающих как бы не на административных границах, не на ведомственных границах, а на основе целостной природной территориальной единицы от истоков до водоема. То есть мы тоже написали, и было издано специальное постановление правительства, которым мы очень гордились, где правительство отмечало, что нынешняя система управления невозможно сохранить в озеро Балхаш. Это было в 2006 году. Затем, возвращаясь к этой теме еще раз, я уже говорил, что международные организации в 2013 году сделали более глубокое современное исследование на основе уже моделей, науки и так далее, где они показали, что через 15 лет это озеро неминуемо ждет участь Аральского моря. И прошло еще 10 лет, и опять-таки никаких изменений. То есть получается, что человечество, при всем том, что наука и эксперты говорят уже рецепты, были посчитаны в том исследовании последнем, что сколько нужно инвестиций для того, чтобы заменить водоемкие культуры, какой-то даст доход дополнительный, сколько высвободит экономию воды, где можно еще сократить сточные воды, где необходимо создать заповедники, где необходимо изменить режим ГЭС. То есть все эти рекомендации были посчитаны в целом, и было предложено, чтобы правительство, если оно сделает, то оно получит дополнительно от всех затрат $33 миллиона в год. Будет экономия. И прошло еще 10 лет, и ничего не было сделано. То есть мы сегодня понимаем, что для того, чтобы изменить поведение, изменить систему управления, изменить конституцию, в которой закреплено вот это административное и ведомственное министерское распределение распил доходов, то есть он должен быть, это не просто сделать, потому что это сохраняется во всех абсолютно странах. И дело не в том, чтобы назвать новое министерство, создать, оно становится просто одним из этих игроков, из этих маленьких звеньев вот этого механизма, который разрушает планету. То есть необходимо менять управление. Во-первых, децентрализация. Во-вторых, управление, основанное на природных единицах, на природной территории, а не на основе совершенно необоснованных, начерченных административных границах между областями, странами и так далее. То есть мы должны подчинить всю свою экономическую, политическую, социальную деятельность, культурную деятельность природным процессам. Природные процессы, природные законы выше нас, выше нашего понимания. Они являются базовыми для сохранения жизни на Земле. Они существовали миллионы лет до нас, но мы их очень легко можем разрушить. Так что мы должны кардинальным образом пересмотреть нашу организацию всего человеческого сообщества, кардинальным образом пересмотреть наши конституции, наши международные отношения и максимально вовлекать людей, которые на местах лучше понимают и знают связь с природой. И в этом главная суть вот этих всех предложений по формированию бассейновых социальных корпораций. То есть бассейново означает управление должно быть основано на целостной природной единице, на неделимой. Социальное означает вовлечение людей, малый и средний бизнес, население, граждан, поселков, аулов на правах хозяев. И управление означает, что они имеют право принимать решения, куда использовать воду, сколько воды, какая земля на какие нужно будет использовать, формировать эти источники дохода, собирать платежи и налоги и расходовать их как для целей сохранения устойчивого развития.